I could have been. And then I picture all the perfect. Всем ассаламу алейкум. Опять-таки, доброго времени суток, когда бы вы не смотрели это видео. Вчера у нас был первый день форума, а что это значит? Что сегодня у нас второй день. Поэтому, опять-таки, пошли знакомиться с нашими спикерами. Уртенов Казбек Ханафиевич, имам села Архыз, действующий имам. Акбаев Ринат Анзорович, депутат Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики. Меня зовут Магомед, фамилия Магомедов. Я являюсь тренером клуба Эвай Джим. Это клуб, один из самых крупных клубов на юге России. Алан Заурович меня зовут. Занимаюсь лечением зависимых людей. Baby, now and then I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived. Till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart are torturing me, yeah. Lost my mind in your arms. I go to extremes, yeah. When angels tell me run and monsters call it love. Очень рад вам представить Рената, представителя станицы Сторожевая. Я сам представитель аула Ильич, поэтому особо мне приятно. Да. Ренат, как тебе проходящий форум? В общем, это второй форум, на котором я участвую. Первый форум был только спортивный. Там был тоже, да, наверное, да. Мне там очень понравилось, это было очень весело. Сегодня вот уже пошире вы сделали вопросы. Вот Казбек Хаджи здесь был, еще гости у нас будут. Затронута медицина, что очень важно. И мне очень нравится, что вот так расширяется диапазон, да, вот ваших направлений. Вот не только спорт, а сегодня вот спорт, медицина. Мне очень понравилось. Но мне больше всего понравилось то, что вот сегодня вот здесь собрались такие люди, которые задавали очень правильные вопросы. Да, это были вопросы, которые меня, оказывается, интересовали, но я бы никогда в жизни не додумался бы их задавать. Так что я получил очень много полезной информации для себя, вот, благодаря во многом этим вопросам. Я очень рад, что приехал раньше, очень рад, что присутствовал здесь вчера. Было очень много полезной, нужной информации, было очень приятно, очень хорошие люди, очень знающие профессионалы в своем деле. И я получил очень много полезного для себя, альхамдулилля. Ну и сегодня тоже, альхамдулилля, очень активный народ, машаллах, табаракаллах, все интересуются, всесторонне развиты, машаллах, вопросы очень интересные задают. В общем, мне очень понравилось. I hate waking up alone. Call me when you're heading home. I got things I need to say that I can't say to you over the telephone. 4, 5 glasses all alone. Boys and girls just come and go. I haven't seen you for a minute. I don't like it not at all. One thing that I know is as hard as I try, I can't face the thought of you not being in my life. Regardless of the tears. Как вам проходящий форум? Я вот поприсутствовал на 2 лекциях, которые были до меня сейчас. Очень интересно послушать спикеров, очень полезные моменты подчеркнул для себя. Вот. Были вопросы, на которые самому хотелось ответить. Алан, к тебе такой вопрос. Как тебе прошедший форум? Была вообще вышка, много вопросов, интересовались, было очень интересно. Как ты считаешь, насколько полезны такие форумы для нашего общества? Я считаю, что на таких форумах можно получить очень много новых знаний, и за счет этого молодежь будет передавать эти знания. Это всегда полезно. Еще такой вопрос. Как ты считаешь, насколько такие мероприятия важны для нашего общества? Сегодня, наверное, они важны как никогда, наверное. Да? Вот сегодня мы, к сожалению, теряем в плане культуры очень многое.
к сожалению, да, сегодня наши дети уже перестали разговаривать на карачаевском языке. Вот, именно благодаря вот таким мероприятиям, вот таким съездам мы можем, во-первых, знакомиться друг с другом, во-вторых, узнавать, что, оказывается, в Ставрополе у меня есть столько грамотных братьев и сестер, мне это очень приятно вообще, да. И вот для культуры, для нашей, для будущей, для того, чтобы мы узнавали друг друга, да, нас и так немного, и мы вот, то количество, которое есть, мы должны быть дружными очень. Если мы будем дружными, мы будем сильными. Вот. И это очень правильное мероприятие. Надеюсь, что вы это мероприятие будете делать не только каждый год, а еще по каким-то особенным датам можно, да, например, там, возрождение карачаевского народа. Вот. Ну, я думаю, вы с каждым годом, я вот вижу же, что вы делаете все новое и новое. Я думаю, что у вас все будет нормально. Спасибо, спасибо, старый. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G.O.D. Don't believe in... Считаете, насколько такие мероприятия важны для нашего общества? Я думаю, вернее, они очень важны, их должно быть много. Я думаю, это должно быть определенной традицией и, может, даже более в широкой форме. Альхамдулилля, я думаю, здесь и имамы, и врачи, и не только имамы, и врачи должны быть почаще здесь быть, рассказывать, говорить. Я же говорю вчера просто то, что говорили врачи на очень доступном языке, во-первых, чтобы было понятно для любого простого человека. И самые вроде бы простые вещи, но они открыли нам глаза, альхамдулилля. И важность таких мероприятий, ну, на данный момент, скорее всего, обесценивают, но очень важно. Почему? Потому что молодежь, это, которая, ну, впитывает информацию, она следует за кем-то, за примером там, и так далее. На таких площадках есть люди, которые, ну, реально достигли каких-то, ну, высот, да, и, возможно, из первых уст услышат какие-то рекомендации, что делать, каким путем идти там, и так далее. Я считаю, что на таких форумах можно получить очень много новых знаний, и за счет этого молодежь будет передавать эти знания. Это всегда полезно. Baby, now and then I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart are torturing me, yeah. Lost my mind in your arms, I go to extremes, yeah. When angels tell me run, and monsters call it love. My head and my heart are caught in between, yeah. La 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 la, la 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 la. И в конце такая просьба, какой-то короткий совет для наших подписчиков, которые будут смотреть это видео. Во-первых, будьте активными, во-вторых, будьте позитивными, и в-третьих, будьте стойкими в достижении своих целей. Вот, ну, хочу всех призвать, первое, чтобы они все занимались физкультурой, вот, чтобы они никогда не ленились, никогда. Если ты ленишься заниматься спортом, ты не можешь не лениться заниматься чем-то другим, потому что спорт это не так же легко, да, например, там, выйти, пойти, побегать 5 километров, это тяжелее, чем лежать на диване, смотреть телевизор. Но в то же время, если вы не будете по утрам бегать 5 километров, да, образно, то вы не можете стать хорошим врачом априори, да, потому что вы уже лентяй. Так что не лениться, особенно молодежи, вы наше подрастающее поколение, вы наши завтрашние президенты, вы наши завтрашние депутаты, завтрашние наши министры. Я уверен, что кто-то из вот сегодняшнего мероприятия в дальнейшем будет и депутатом, и министром, и, возможно, главой нашего региона, да, в будущем. Ну, как тренер могу сказать, занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем и будьте здоровы. Совет? Да, ну, можешь пожелание, можешь совет.
ну, как счастливой жизни, самое главное. Самое главное, счастья желаю. А это рядом со мной Лайпанов Заур, руководитель по работе с молодежью в Валан, Ставрополь. Наверное, все вы его знаете, раз вы подписаны на нас. Заур, уже 2 дня форумов позади. Как тебе? Альхамдулилля, все хорошо. Плюс-минус, как планировали, так и получилось. Эта идея зародилась у нас, у Ларисы Хаджиевны и у меня где-то полгода тому назад. Она предложила провести форум, посвященный здоровому образу жизни, то есть пропаганда здорового образа. Первая мысль, которая нас посетила, это, конечно же, провести лекции, пригласить спикеров, которые будут рассказывать про медицину. Но, как я уже ранее говорил, медицина, это помимо традиционной, есть еще медицина в исламе. Да, есть еще спортивная составляющая, о которой мы тоже рассказали, поведали, пригласили специальных спикеров, которые в этой сфере достигли высоких успехов. Приглашенные гости, участники форума вроде как остались довольны, поблагодарили нас. Даже если один человек после этого форума поменяет свою жизнь, появятся какие-то новые мысли, видения, желания, мотивация, это я уже считаю успехом. Планируются ли еще такие мероприятия подобного рода? Да, Аллах Айца, планируем. Может, даже этот форум здоровых привычек станет ежегодным. Само название вообще форума, как появилось, я постоянно в интернете читал, что есть какой-то чат GPT, искусственный интеллект, да, я такой решил попробовать, что это такое, и написал в этот чат всю идею, которую мы хотим показать, сделать, провести, и он мне выдал название. И в итоге название получилось, вот как вы видите, форум здоровых привычек. А вы думали, Заур такой креативный? Ну, я тоже креативный, я выбирал спикеров, которые были приглашены, и многим зашли именно их повествование, их рассказы, их жизненный путь. Да, особенно представитель Зеленчукского района топ. У нас на этом форуме такая традиция, что каждый, кто давал интервью, в конце дает какой-то совет, пожелания нашим подписчикам, зрителям. Ну, как обычно, я пожелаю и посоветую подписаться на наши социальные сети, чтобы быть в курсе подобного рода мероприятий, чтобы они приходили на наши мероприятия, чтобы они рассказывали своим родственникам, близким, друзьям, детям, и чтобы, конечно, не забывали, что есть такой культурный центр, что мы пытаемся приносить пользу. И самое главное, что я почти всегда говорю в конце видеороликов, это наш девиз нашего культурного центра «Берликте Трелей». Увидимся на 3-м дне нашего форума. Завтра. Здоровых привычек, я хотел сказать. Ну да ладно.